Здравствуйте! Это видео снято для людей с нарушениями слуха. Цикл видеороликов называется «Азбука права». Все видео подготовлены с учетом пожеланий глухих и слабослышащих людей. Мы постарались, чтобы жесты и слова были понятны каждому человеку, у которого есть инвалидность по слуху. Мы будем говорить на жестовом языке. Внизу экрана вы можете прочитать субтитры, а для слабослышащих мы записали голос. Наше видео сопровождается иллюстрациями, которые помогут вам лучше понять соответствующую тему. Образовательное видео для глухих и слабослышащих людей. В данном видео мы расскажем вам о наследовании, о порядке получения наследства, о видах наследования. Итак, наследование – это переход имущества или имущественных прав умершего человека к другому человеку. В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежащие наследодателю, которые не прекращаются после его смерти. Не входят в состав наследства права и обязанности, неотделимо связанные с личностью наследодателя. Например, право на жизнь, алиментные обязательства. Местом открытия наследства является последнее постоянное место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами Кыргызской республики, местом открытия наследства признается местонахождение принадлежавшего наследодателю недвижимого имущества или его основной части на территории Кыргызской республики, а при отсутствии недвижимого имущества – местонахождение основной части движимого имущества. Наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Наследниками по завещанию могут быть также юридические лица, которые являлись созданными в момент открытия наследства, а также государства и местные сообщества. Если претенденты на наследство умышленно препятствуют волеизлиянию наследодателя, а также покушаются на жизнь наследодателя, то они признаются недостойными наследниками и устраняются от права наследования. Расскажем о наследовании по завещанию. Если наследодатель выбрал конкретного человека, чтобы оставить свое имущество ему после своей смерти, то он оформляет завещание. Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному либо нескольким лицам, а также организациям, государству или местному айлакмату, мэрии. Наследодатель может отменять и изменять свое завещание в любой момент и не обязан объяснять причины отмены или изменения. Завещание должно быть составлено в письменной форме с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено.
Завещание, составленное без соблюдения данных требований, считается недействительным. Человек с инвалидностью в силу физических недостатков не в состоянии подписать завещание. Но он может подписать завещание с помощью факсимильной подписи в присутствии нотариуса. По желанию завещателя, завещание удостоверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием. Это называется секретным завещанием. После смерти завещателя секретное завещание распечатывается и оглашается нотариусом-наследником. Завещание вступает в силу после смерти наследодателя и оглашения последней воли умершего нотариусом. Для оформления наследства вам необходимо посетить государственного нотариуса в срок не позднее 6 месяцев с момента смерти наследодателя. При наследовании по завещанию вам понадобится копия свидетельства о смерти, заявление в адрес нотариуса, удостоверяющий вашу личность документ, паспорт, завещание, которое находится у нотариуса. Если происходит вступление в наследство по завещанию на квартиру, то нотариусу должны быть показаны документы, в которых прописывается местонахождение собственности. Прочие документы, перечень которых нужно утверждать в индивидуальном порядке. Наследование по закону. Если умерший человек при жизни не оставил завещания, то его имущество передается наследникам, чья очередность предусмотрена Гражданским кодексом Кыргызской Республики. При наследовании по закону предусматривается следующая очередность наследников. Первая очередь – родные и усыновленные дети наследодателя, а также супруги и родители. Вторая очередь – полнородные и неполнородные братья и сестры, а также дедушки и бабушки. Третья очередь – дяди и тети. Родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания, получают не менее 2/3 доли от наследства. Для получения имущества при наследовании по закону наследнику необходимо обратиться к государственному нотариусу и представить следующие документы. Заявление в адрес нотариуса, паспорт, справка о смерти наследодателя. Если происходит вступление в наследство по завещанию на квартиру, то нотариусу должны быть показаны документы, в которых прописывается местонахождение собственности. Прочие документы, перечень которых нужно утверждать в индивидуальном порядке.
После поступления заявления государственный нотариус открывает наследственное дело и назначает 6-месячный срок. Этот срок нужен для того, чтобы другие наследники также могли явиться и предъявить свои права на наследство. По истечении 6 месяцев нотариус выдает свидетельство о праве на наследование. Если наследник по уважительным причинам пропустил срок обращения к нотариусу, он может обратиться в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока. Теперь вы знаете, как и куда обращаться при получении наследства или при составлении завещания. Подводим итоги. Любой человек имеет право свободно распоряжаться своей собственностью и после смерти передавать ее в распоряжение другим лицам. Имущество можно передавать даже тем лицам, которые не состоят в родстве. Чтобы процедура считалась законной, необходимо оформлять завещание. Оформление наследства по завещанию начинается с открытия наследственного дела. Чтобы этот процесс состоялся, наследники должны предоставить нотариусу документ, которым официально подтверждается смерть наследодателя. Чтобы вступить в наследство, нужно оформить свидетельство. Для этого необходимо написать заявление или совершить определенные действия, которыми подтверждается факт принятия имущества наследодателя. Благодарим за внимание.